Добрый день, дорогие друзья! К моему большому удивлению, вот в Instagram на моей странице isa.patriot было очень большое внимание к моей такой небольшой, безрассудной, я бы сказал, авантюре. 30 сентября 2017 года я на небольшой двухместной резиновой лодке захотел попытать счастье, сплавиться по реке Терек. Планы у меня были грандиозные, честно говоря. Планы вообще были пройти за 2-3 дня больше 200 километров. Но получилось так, что выйти утром 30 сентября, как планировалось, не удалось. Чисто человеческие какие-то вот факторы сыграли. И только в 16 часов, вот в 5 часу вечера, удалось доехать до отправной точки. Это несколько километров выше по течению от села Братское в Чеченской Республике. Вот. Спустив на воду мой такой корабль, двухместную резиновую надувную лодку, и загрузил все снаряжение, я первым делом сразу же понял, что лодка слишком маленькая, потому что снаряжение, которое мне было необходимо, на мой взгляд, и оно как бы еле-еле помещалось в эту небольшую двухместную резиновую лодку. Но все равно отступать уже было некуда, было интересно, что из этого получится. Доведя лодку до рабочего состояния, мы с друзьями спустили ее на воду, и я отправился в свое небольшое приключение. Сразу скажу, проехал я, наверное, может быть, километра 4 или 5 максимум за эти пару часов, пока я ехал, где-то часа полтора, наверное, потому что то, что мне пришлось испытать за этот короткий промежуток времени, это мне наглядно показало, насколько опасная была затея, и насколько она была безрассудная, и насколько я и мое снаряжение не были подготовлены к такой экспедиции. Буквально через 15-20 минут после отправления от отправной точки вода была очень спокойная, река была очень спокойная. Я в такой эйфории проплыл несколько сотен метров. И вот настал момент, когда уже вокруг были только лишь леса, ничего и никого не было видно. Но вдруг посреди воды остров, и вода раздваивалась, рукавами уходила вправо-влево, и течение очень резко ускорялось. И я увидел, что из воды там торчит целый лес сучьев, старых таких деревьев, нанесенных, целый лес сучьев, как в каком-то там, не знаю, фильме ужасов, или как бы в гостях у сказки нам показывали, там, ведьмин лес какой-то. В общем, очень страшное такое зрелище. Особенно страшное, когда ты находишься в небольшой резиновой лодке надувной, и когда тебя резко ускоряется течение, и когда тебя несет на эти вот сучья, то это очень, на самом деле, оказалось довольно нервы. Когда тебя несет вот на эти вот достаточно острые сучья, и ты на резиновой лодке, это оказалось ситуацией довольно-таки непростой и довольно сильно действовал на ситуация, когда ты находишься на небольшой резиновой лодке надувной, и тебя несет прямо на вот этот лес сучьев, которые торчат из воды, это оказалось довольно-таки большим испытанием. Течение стало очень быстрым, течение ускорилось, и как бы я ни пытался пользоваться веслами, ничего из этого не получилось, и меня с размаху ударило об эти сучья. Сначала об одни заросли сучьев, потом оттуда сорвался, а другие, третьи. Как эти сучья не проткнули лодку, как она не лопнула, для меня до сих пор остается большим секретом.
это просто милость Всевышнего, никакого другого ответа этому в принципе нет. Я никак не ожидал, что такой спокойный терек временами может настолько быстро ускорять свое течение, и что вот там может быть вот такая вот как защита, что ли, от непрошенных таких визитеров, прямо посреди реки торчат эти сучья. К сожалению, вот видео, которое вы увидите, там видно, что вот в спокойное время я снимаю и говорю, что вот было то-то и то-то. Извините, честно говоря, когда вот наставал такой момент, снимать в это время не было никакой возможности, ни желания не было заниматься съемками в этот момент, потому что реально оказалось очень опасной затеей. Вот через эти большие заросли сучьев с большим трудом и вот совершенно чудом, благодаря милости Всевышнего, удалось мне выехать, не поранив лодку. И что было интересно, даже вот дальше посреди реки опять были небольшие заросли сучьев, и самое что интересное, как бы я ни пытался уйти от них, почему-то течение несло именно на них, и именно об эти заросли обязательно лодка билась. Это какой-то секрет, наверное, воды, какой-то секрет там движения, который я не совсем понимал. Мои весла оказались для этого абсолютно не приспособлены, не подготовлены. К тому же вот этот вот спасательный жилет от МЧС, который мне выдал мой друг Идрис, руководитель отряда спасателей Чеченской Республики. Вот этот жилет, он достаточно такие тоже проблемы создавал. Как бы работать веслами с этим жилетом было довольно трудно, но снимать его было чрезвычайно опасно. Вот, проехав это место, я задержался в одном тихом месте, отвел дух, успокоился немного, отдохнул, поехал дальше и попал в новые испытания. Там опять река шла спокойно, потом в каком-то месте был поворот, там большой обрыв с правой стороны, и под этим обрывом, когда протекала вода, там были какие-то вот, как это назвать, какие-то круговороты воды, довольно резкие, довольно-таки бурные, и лодка, когда уже вышла на эти вот водовороты, лодка начала качаться, как я не знаю, как пылинка какая-то. То же самое, была большая возможность там уже перевернуться. Я понимал, что жилет там меня вытащит, по идее, но все мое снаряжение, все оборудование, которое было в палатке, оно не было привязано, у меня не было достаточного опыта для этого, оно не было привязано, и я, конечно, все это потерял бы. И опять, слава Всевышнему, удалось пройти уже через это место, и затем опять выйти на спокойную воду, и буквально какие-то 10-15 минут опять, получив удовольствие от катания на спокойной воде, я заметил, что меня опять относит в один из рукавов, такой большой мощный поток, течение, и опять там вдалеке виден лес этих сучьев. Я решил, что в этот третий раз вряд ли мне повезет, как в первые два раза. И усиленно начал работать веслами, чтобы пойти по правому. Это был опять остров, у острова раздваивалась как бы вода. С одной стороны шло небольшое такое русло спокойное, но весь напор воды и все течение шло на левую сторону, и там очень сильно ускорялось течение. Самое интересное, вот вода начинала шуметь, как аргун наш. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Выйти утром, это самое, водный поход не получилось. Были разные проблемы, вопросы. Сейчас уже Масляловы. Да, им сказать, что сейчас 16 часов уже, начало 5 часа. Вот наши уважаемые друзья из Натеречного района, из села Братское и не только. Целый депутат парламента Исмаил Демирханов решил посмотреть сам на это действо и привез меня сюда.
Так, на терек. Мы за селом Братское. Народ попросил. МЧС дали мне эту штуку, мечаю свисток. Вот. Есть. Акулы не страшные. Так, весной уже есть планы. Вахать Анни, короче, на Остане. Уже море такая целая рукой, да? Да, все. Да. В мае 2018 года идем дальше, короче, доходим до этого Средиземного, Каспийского моря, в общем. Ну, Средиземного его воду. Ой, прямой и ряду. Ассаламу алейкум. Так, друзья, сегодня утром выйти в море не получилось. Поэтому вышли только сейчас, в 4 часа. Так, мне бы лодку побольше. Так что, как говорится, 10 минут полет нормальный. Бисмиллахи рахмани рахим. МЧС уел раю. Уел. Аудал. Свисток его, акулы не страшны реально. Так что... Так, вышли из села Братское. Вернее, не из села Братское, а проехали село Братское, поехали в сторону границы с этим Ставропольский край, и Осетии, даже не знаю. В общем, всегда кача. 4 часа где-то приехали на место. Подготовиться 1 час, вот в 5 часу, короче. И отправились в путь. Бадыгди, здесь абсолютно ненормальная авантюра, потому что лодка не подготовлена для сплава. Но интересно. Посмотрим. Главное, у меня есть спасательный жилет, так что все будет нормально. Да, молод, я его верю. Так, ассаламу алейкум. Прошли уже 2 опасных участка, очень опасных. Явно увидел, что погорячился, в такой лодке не стоит заходить в терек. Здесь очень много коряг, которые прям посреди воды. И именно в некоторых местах резко усиливается течение. С большим трудом, с огромным риском прошел через эти пороги с этими, как их называется, с этими корягами. В общем, довольно опасная, довольно страшная затея. Так что большая просьба никого не повторять это дело, потому что это нехорошо. Так, но честно говоря, очень красиво. Довольно опрометчивая затея. Прошли уже 2 порога. Прошел, вернее. Вернее, прошли я и моя лодка. На этих порогах чуть лодку не порвало. Чуть не утонули, как сказать. Хотя я утонуть не мог. У меня спасательный заряд спасательный жилет от МЧС со свистком. Мне даже акулы не страшны. Но реально опасно, реально страшно. Здесь вот кажется течение такое слабое, а местами, короче, он такое быстрое. Вот именно в этих местах коряги застревают, и реально очень страшно, опасно. Пока. Так, только выплыли. Проплыл вернее.
Течение, оказывается, очень сильное. И здесь уже сел на мель. Надо будет сейчас выкручиваться. Вот там полкилометра, наверное, выше пришлось преодолеть. Очень страшный участок, реально страшный. Я уже думал, 100% не пройду, потому что столько коряг там было. Столько раз ударился об эти коряги. Но вроде пока нормально все. Так, сейчас там опять течение быстрее становится. Вот, смотрите. В общем, безумная затея совершенно. Не делайте таких глупостей. Миновали очередной водоворот. Там лодку довольно-таки сильно потрясло. Сейчас опять куда-то несет. В общем. Там ниже должно быть, по идее, еще страшнее. Интересно. Хотя, может, там течение медленнее будет, чем здесь. В принципе, тоже вариант. А то тут временами течение очень сильное. Лодку совершенно несет непонятно куда. Весла, ну, почти бесполезные. Не сказать, что бесполезные, но когда течением несет, то тогда, ну, можно сказать, что бесполезны. А так весла больше для того, чтобы равнение держать. В общем, вот как-то так. В общем, явно это не та лодка, на которой надо сплавляться по такой реке. Нужно что-то другое. Каяк, может, или как там называется. Посмотрим, покажет. Смотрите, как вот такая вот вещь здесь, когда быстрое течение, коряги и опасность, тогда очень страшно. Но когда вот эта вот опасность проходит и выходишь на большую воду, то вообще красиво. Красота такая неописуемая. Мелко сдавались. Оказывается, на Тереке тоже очень красиво, не только в горах красиво. Очень холодно. Какая вода холодная. Ух, лелея мчится. Так. Нас уносило туда. Там очень бурное течение. И опять коряги. Если нас с этим течением от коряги ударит, скорее всего, я-то выживу. МЧС спасает. Вот лодка, похоже, утонет. Поэтому так, вытащу лодку, перейду вон на ту сторону и продолжу путь.
хотя уже половина шестого. Можно и на привал. Не так уж и легко оказывается все это. Я думал, веселая прогулка будет. А тут что-то веселая, но не прогулка. Смотрите как. Сейчас вот смотрите. Видите, какой поток воды идет вот так вот. Такой мощный такой. И течение там ускоряется. Вон там. И вот и несет прямо на коряге. Вот. Так что бывают бурлаки на Волге, а мы бурлаки на Тереке. Вечереет. Вот реально на острове. Вот смотрите. Вот там вода идет. И вот там вода идет. Видите? Вот один поток проходит туда. Второй. Небольшой поток проходит вот сюда. Так что мы на острове. Уже сейчас садится солнце. Поэтому, когда солнце сядет, будет уже трудно устраиваться. Так что надо поставить палатку, согреться. Мне пришлось спрыгнуть в воде и тащить лодку метров 20-30. И вода невероятно холодная просто. Обалдеть, просто я даже не представляю, что будет, если туда упасть. Очень холодная вода. Всякие пожарные привяжем лодку. Марго подусать олд этого. Так, вечер уже, солнце уже село. Нам сейчас надо перетащить некоторые вещи из лодки, расправить, поставить палатку, зажечь огонь, ну и это, поесть. У меня сегодня урза была. Так.
холодно. Вот смотрите, где мы. В общем, мы реально на острове. Мы это я и вы. Мы с вами вместе. Вот. Сейчас покажу. Вот она идет река сверху. И вот идет один поток. Вот он. И вот он идет второй поток. Второй поток очень опасный, страшный. Там течение сильное. И этот, как его, и коряги всякие. На крокодилов похожие. В общем, там было реально опасно. С большим трудом удержался, чтобы течение не унесло в ту сторону, потому что весла на надувной лодке, они это вообще ничто. Делать было нечего, когда весла начали упираться в землю, а здесь не глубоко, вот в этом месте. Пришлось спрыгнуть с лодки, и это, чтобы течением не унесло на коряге, пришлось тянуть лодку сюда. Алле-ле, коксан хочу я. Такая холодная вода, вы не представляете, какая холодная. Ужас просто. Так, вот моя лодка. Решил дальше не идти, уже вечер. Вон там палатку поставлю. Буду ночевать на необитаемом острове. Кстати, необитаемый остров, я сам марх даснешь. Вообще хасар душу. Один только не достоит. Так, может так случиться, что я первый чеченец, который совершает ифтар на необитаемом острове. Как минимум на необитаемом острове на Тереке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сейчас собирать палатку. Но если начать собирать палатку прямо сейчас, то яблоки и груши могут обидеться. Как же палатка подождет. Так, вот сейчас бы товарищ не помешал палатку, чтобы поставить. Похоже, что ставить палатку — это тоже целое искусство, которое далеко не каждому под силу, особенно мне.
Вот получается. Лучше покупать такие таблетки, они хорошо горят и помогают разжечь костер. Стоит, кстати, совсем недорого. Кстати, их можно купить в магазине Блокпост по улице Маяковского. Вот видите, сходу одна таблетка и костер горит. Вот так.
Эй, куда мелдук шакал şu Алиш, аллея. Куда мелдук шакал şu Алиш. Обалдеть, прямо на острове. Мал коек шу, мал коек му лыля, сразу шакал по всему острову Юли лак. Аллея мелдук. Где? Западнее Цаюртью. Километров 2-3, наверное. Сунай треба братский, видите, мы чуть башгена цевелосо. Так, палатка и. Сразу, как только молкает волуща, вот этот весь лес, ау, даюлилах, прикинь, нелдуки валишь. Тут это, прикольно, периодически какие-то шорохи вокруг уже начались. О, интересно, да? В прямом эфире целовало почему-то горело, сэр. Даже колбаса на вертеле, затем на огне, бывает гораздо вкуснее. Что-то слишком много здесь вокруг возни. Так. Мы в прямом эфире. Сейчас покажу палатку. В общем, вот она. Палатку установил. Вон там река. Сейчас реку покажу. Хорошего отдыха. Спасибо. Der ist Zeit. Так, товарищ, я палатку установил. Хорошего отдыха. Спасибо. Призван позитив. Полковник. Саму долга цуюка. Саму долся, полковник. Смелость люди по-другому показывают. А это просто так. Скучно. Опа. Так, костер у меня потух. В принципе, нет необходимости его заворачивать.
Гучигов. Иса, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Гучигов. И G4 интернет лично на открытии в студии ЧКТРК Волш Хаиль Нир выговоряет, есть цен за сбой. Да, отца интернет там лидарю бадек дичь. Чего 4, чего 5, не знаю. Но интернет лидарю. Сюда отца гамел даст. И холодно здесь чего-то. Прохладно здесь чего-то, не знаю. С чего бы это? Сейчас вам покажу. Отлично, уксу да алмула. Магар. Так. Ишт. Представьте, я сейчас в палатке, там вокруг что-то ходит. И когда полностью свет выключил, один раз тень такая прошла, и прям шаги слышны. Временами шорох вокруг, это самое. Такие шаги серьезные достаточно. О, шакалы, шакалы. Шакалы переговариваются. Совсем рядом, буквально метра 2-3 от палатки. Наверное, если есть шакалы, есть что-нибудь другое тоже. Есть посерьезнее пацаны тоже. Интересно. О, рычат. Я сейчас выключу фонарик, но не буду выключать запись, послушайте. Что-то притихли. Что-то притихли, они, может, отошли. Сейчас попробуем. Сейчас мы с вами выглядим. Скажем привет, шакалы. Мои волки. Интересно, на улице видно, как днем. Если они будут поближе подходить, попробую заснять.